присутствующим. Мы будем зачитан доклад о результатах оперативной деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков за 2022 год и включительно 2023. По итогам 2022 года оперативная обстановка в сфере немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров существенных изменений не претерпела. По состоянию на 1 января 2023 года на учете в Главном управлении Министерства здравоохранения Республиканского наркологического диспансера находилось 595 человек с положительными результатами тестов, а также 742 человека отказались от прохождения медицинского свидетельствования. По административно-правовой практике лицо, отказавшееся от прохождения медицинского свидетельствования, подвергается административному наказанию, как и лицо с положительным результатом теста. Однако указанные лица на профилактический учет не ставятся. В таком случае следует учесть, что число потребителей на 1 января 2023 года составляет 1337 человек, что больше на 65 человек показателей предыдущего года. В 2022 году на диспансерный учет сроком на 3 года с заключением страдает наркоманией взяты 40 человек. На профилактический учет сроком на 1 год с диагнозом неоднократное употребление с вредными последствиями 66 человек. За аналогичный период 2021 года на диспансерный учет взято 31 человек, что на 9 человек меньше, чем в 2022 году. На профилактический учет взято 377 человек, что на 311 человек больше, чем в 2022 году. Наркорынок на территории Республики Абхазия продолжает формироваться за счет контрабанды наркотических средств и психотропных веществ с территории Российской Федерации. Также продолжаются незаконные поставки транзитом через Российскую Федерацию в Республике Абхазия наркотических средств, таких как метадон, мефедрон, амфетамин, метамфетамин из стран Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан. Контрабанда наркотических средств поступает через государственную границу ПСО с использованием автомобильных перевозок под прикрытием легальных грузов и товаров по устоявшимся логистическим маршрутам. Кроме того, для организации контрабандных поставок наркотических средств используются возможности и почтовой, и экспресс-курьерской связи. Значительное влияние на оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков оказывает деятельность организованных преступных групп, в большинстве состоящих из граждан Средней Азии и Российской Федерации. Растет количество наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Для их совершения продолжают активно использоваться функции IP-телефонии, мессенджеров, интернет-магазинов, блогов и форумов. За 2022 год правоохранительными органами Республики Абхазия зарегистрировано 255 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 95 тяжких наркопреступлений, что составило 37,3% от числа всех зарегистрированных преступных посягательств данного вида. За 2022 год также выявлено 178 преступлений по статье 223 УК РА – это незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. За аналогичный период 2021 года выявлено 158 преступлений, что на 20 преступлений больше показателей прошлого года. 34 преступления по статье 224 УК РА «Незаконное производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а развод наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».